Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 11 по 17 мая 2020 года для водолеев. Посмотрим, что ждет вас в этот день. Выпадает карта «Суд». Карта улучшения, обновления, выздоровления, окончания ситуации сложной. Вот это может быть как известие о том, что заканчивается карантин, и у вас теперь есть возможность как-то вот по-новому жить, да? То есть карта очень такая значимая, и если она выпадает у нас на неделю, значит именно на этой неделе могут произойти такие важные события. Карта говорит о том, что может быть, сейчас предстоит на этой неделе очень серьезно поработать или взять на себя какую-то ответственность. Здесь может быть победа в суде, здесь может быть какая-то новая цель, новые планы, новая работа. Здесь может быть изменения в статусе. Допустим, для кого-то это брак, для кого-то это новая должность, новая работа и так далее, и так далее. То есть очень много здесь изменений может быть. Давайте посмотрим, чего же они больше всего будут касаться. Больше всего они будут касаться вот именно того, что происходит сейчас во внешнем мире. Да? То есть это больше глобальное влияние, которое затрагивает и вас. Да? То есть вы как бы на этой волне общей находитесь, поэтому вот нужно как бы влиться в поток в общий, да, и стараться вот именно по-новому как-то начать жить, действовать и так далее. Карта, которая говорит о том, что наступает наконец-то для вас благополучие, желания какие-то исполняются, какие-то счастливые времена могут быть, выздоровление и так далее, и так далее. Следующее событие у нас по пажу Пентаклей. Карта говорит о том, что вы стараетесь изо всех сил, вы доводите все до результата конечного и так далее. То есть карта, которая говорит о том, что вы, скорее всего, пытаетесь в новых условиях как-то по-новому действовать. Причем очень тщательно все делаете, чтобы как бы ваши профессиональные навыки закрепились, чтобы научиться чему-то возможно. Так, что еще? Может быть, кстати, у кого-то получение диплома, может быть, заканчивается период обучения, да? Что еще здесь может быть? Может быть, какие-то очень важные перемены, связанные с деньгами, с пополнением ваших средств кошелька, приобретением каких-то как бы средств, ну, как бы первой необходимости и чего-то красивого, допустим, одежда. Так, что еще здесь может быть? Давайте так заглянем. Ну и вообще какие-то новые возможности для вас открываются благодаря вот вашим стараниям. А следующая карта, девятка Пентаклей, говорит о том, что вы, скорее всего, на этой неделе очень какое-то, как бы, к очень хорошему такому достижению придете и будете собой очень гордиться. Девятка Пентаклей – это карта, которая говорит о том, что вы на своем месте, вот профессиональном, рабочем, достигаете очень многого. Вы, скорее всего, можете здесь себе приобретать какие-то красивые статусные вещи. Может быть, это что-то дорогое, элитное, да, здесь может быть там духи какие-то, ну, ароматы, одежда, украшения. Кстати, подарки тоже могут вам приходить. Но в любом случае вы здесь очень довольны собой, вам комфортно. И, может быть, даже часть недели вы будете отдыхать, вам даже не нужно работать. И следующие события по двойке чаш говорят о том, что что-то очень важное происходит во взаимоотношениях. Это может быть действительно предложение руки и сердца, заключение брака, это могут быть новые партнеры по бизнесу, либо новая работа, которую вам предложат. Чего больше это касается? Больше всего это касается денег и какой-то вот финансовой удачи, личных средств. Скорее всего, у вас здесь
какие-то очень важные договоры именно вот в этой сфере. Может быть, заключение сделок каких-то, которых вы очень долго ждали. Посмотрим теперь отношения. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что для вас уже приготовлен новый человек судьбой, да, и вы на этой неделе можете с ним встретиться. Может быть, не на этой неделе, да, но энергетически уже он, как бы, можно сказать так, что уже судьба вам его приготовила. Может быть, не на этой неделе, так в ближайшее время вы уже встретитесь. Для тех, кто в паре. Шестерка червовая. Карта говорит о том, что у вас какие-то надежды очень большие на вашего партнера, или, может быть, вы его слишком идеализируете. И вот, знаете, когда мы человека идеализируем слишком, да, вот любое несоответствие может потом вызвать как бы такую волну несогласия, бунта такого, да, поэтому вот лучше не идеализировать партнера, он как бы обычный человек, у него тоже есть свои недостатки, а вот принимать его совсем с хорошим и с плохим, это, конечно, хорошо. Так, что еще тут у нас по семерке пиковой, если добавить информацию, можно сказать, что ваш партнер может быть либо занимается вашими счетами какими-то общими, оплачивает, либо, может быть, вы доверенность на него оформляете, либо он вам дает какую-то доверенность. То есть что-то вот, скорее всего, здесь связано с документами, и вот как-то вы вовлечены оба в это. Теперь для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что вы вполне можете помириться, вы вполне можете договориться, и, скорее всего, вы встретитесь либо у него дома, либо у вас, поговорите и помиритесь. Для работы, те, кто в поиске работы, десятка червовая, карта говорит о том, что нужно надеяться на людей, которых вы давно знаете, на друзей, они вот могут вам в этом помочь. Для тех, у кого уже есть работа, карта говорит о том, что сложные какие-то времена не закончились для вас еще. И знаете, вот может быть даже вы будете высказывать какое-то недовольство по поводу вот того, что у вас на работе происходит. И может быть даже вы захотите, может быть, как-то, знаете, может быть, вы не хотели бы уходить, но из-за того, что вы можете как-то себя здесь вот агрессивно повести, да, может получиться так, что вам скажут, там, уходите, ищите работу там, где лучше. Поэтому вот здесь нужно осторожней. Нужно, я не говорю, что здесь нужно терпеть, здесь нужно просто подождать, когда ситуация выровняется. Скорее всего, вы даже сами не знаете всех обстоятельств, поэтому не стоит пока что там критиковать и спорить и так далее, да, то есть чуть-чуть подождать и все прояснится для тех, у кого свое дело. Семерка бубновая говорит о том, что вы будете либо распродавать свой товар, либо делать какие-то скидки на услуги. Может быть, вы будете обращаться к базе контактов своих, может быть, старых, может быть, новые контакты будете приобретать, может быть, даже за деньги, да, и, может быть, будете вот обращаться в колл-центр, да, чтобы звонили, допустим, вашим потенциальным клиентам, либо сами будете звонить. Но в любом случае здесь вот у вас вот от коммуникации зависит развитие вашего дела. Для тех, у кого зарплата, здесь, скорее всего, перемены какие-то. Причем это улучшение ситуации в ваших финансах. Причем неожиданно, что-то такое приятное вы узнаете по поводу денег. Для тех, у кого свое дело, вот ваши деньги, они нуждаются в обновлении. То есть десятка бубновая говорит о том, что вот вам нужно образование в плане финансов или в плане профессии. Вам, может быть, нужно как-то опыт углублять. Может быть, стоит использовать какие-то новые методы, новейшие методы, да, вот интернет стоит использовать и так далее, для того, чтобы вот денежки у вас прибавлялись. Посмотрим совет. Совет девятка пиковая. Совет говорит о том, что, скорее всего, вам нужно настраиваться на стабильность. То есть
Пока что, может быть, не стоит думать о каких-то высотах. Да, нужно поставить себе какую-то дальнюю цель, но к ней не привязываться. Сейчас самое главное — стабильность, чтобы как бы семья была обеспечена, чтобы было все самое необходимое. Причем нужно вот как-то обязательно, может быть, неприкосновенный запас, чтобы был, да, денег обязательно вот на это сейчас направить свои силы, а потом уже тогда какие-то высокие достижения для себя ставить. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!